Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Представительство авиакомпании «Туркменистан» в Турции запустило официальный сайт. Минобразование Туркменистана выступило с заявлением по поводу действия некоторых нормативных актов. Афганистан хочет провести еще одну выставку товаров в Туркменистане и другие новости. Представительство национального авиаперевозчика Туркменистана «Туркменистан Airlines» в Турции запустило официальный сайт на турецком языке. Через сайт можно приобрести билеты на рейсы авиакомпании «Туркменистан» с помощью международных банковских карт, которые действуют в платежных системах Visa, MasterCard и другие. Министерство образования Туркменистана распространило информацию, согласно которой в порядок признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в иностранных государствах, не вносились изменения и дополнения. В ведомстве также сообщили, что не было внесено правок и в руководство по применению порядка признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в иностранных государствах. В Министерстве промышленности и торговли Афганистана заявили о желании провести еще одну выставку товаров в Туркменистане. Ведомство сообщило о планах организовать в новом году более 30 выставок как внутри страны, так и за ее пределами. Все выставки будут направлены на содействие росту и развитию торговли Афганистана с соседними государствами и другими странами. В городе Аркадак стартовала международная предметная олимпиада по математике среди школьников, организованная при поддержке благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Зарубежные участники олимпиады были встречены в соответствии с добрыми традициями гостеприимства туркменского народа. Торжеству, организованному в первом специализированном учебно-воспитательном комплексе города Аркадак, своеобразный праздничный колорит придали концертные номера. В долине Новруз-Яйласы и Трапа-Акбугдай состоялась торжественная церемония по случаю объявления древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в этом году. На мероприятии с участием членов туркменского правительства, представителей тюркских государств и творческой интеллигенции состоялся большой праздничный концерт мастеров искусств. В долине воссоздали атмосферу народных гуляний с национальными обрядами, играми, угощениями и конными состязаниями. В Капидакском государственном природном заповеднике Министерства охраны окружающей среды Туркменистана состоялась массовая акция по посадке дикорастущих растений. Мероприятие проводилось в рамках национальной лесной программы для укрепления растительного покрова. В заповеднике и вдоль реки Бахча было высажено более 150 саженцев фисташки, миндаля и можжевельника. На аукционе, посвященном памятным вещам из голливудских кинокартин, была продана знаменитая дверь, на которой в финале «Титаника» спасалась героиня Кейт Уинслет. Лот ушел за $718 тысяч, значительно превысив стартовую цену в 40 тысяч. Помимо двери на торгах были проданы топор из «Сияния», кнут Индианы Джонса из фильма 1984 года, черный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука 3», а также шифоновое платье Кейт Уинслет из финала «Титаника». Футболисты сборной Туркменистана минимально уступили команде Ирана в домашнем матче отбора на чемпионат мира 2026. Единственный гол в прошедшей встрече забил полузащитник Мехди Гаиди, отличившийся в добавленное к первому тайму время с передачи форварда Мехди Тареми. Главный тренер сборной Туркменистана Мерген Оразов сделал 3 изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Тегеране. После 4 сыгранных туров Иран занимает первое место в турнирной таблице группы Е, набрав 10 очков. Туркменистан располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 1 очко. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.